также одним из, как говорится, мы считаем, достижений является то, что вчера принят в 3 чтениях законопроект о внесении изменений в закон о лекарственных средствах и закон о медицинских изделиях. В рамках данного закона была внедрена процедура, так называемая процедура автоматической регистрации лекарственных препаратов. Да? То есть в чем смысл этой процедуры? Да? То есть сейчас любой лекарственный препарат, независимо от его активного вещества, да, то есть любой производитель этого препарата, его практики, его заводы, они должны пройти у нас регистрацию. Да? И зачастую этот процесс очень довольно-таки длительный, тут от 6 месяцев до 3 лет занимает. То есть, чтобы какой-то препарат попал на рынок, департамент лекарственного обеспечения, он проводит полностью проверку, экспертизу документов, иногда проводит испытания, да, этого препарата и так далее. И по итогам всей этой работы формируется регистрационное досье, которое регистрируется в реестре лекарственных препаратов, которые разрешены для обращения на территории Кыргызской Республики. Есть также упрощенная процедура, то есть когда испытаний, то есть как таковых испытаний, исследований не проводится, а проводится только экспертиза документов, то есть она длится до 30, по-моему, дней. Наше предложение заключалось в том, чтобы те лекарственные препараты, да, то есть те компании, производители, которые уже зарегистрировали свои лекарственные препараты в таких странах, как Соединенные Штаты Америки, да, там, Великобритания и так далее. То есть мы определили в законе конкретный перечень стран, конкретный перечень регуляторов этих стран, да, которые выдают регистрационное удостоверение на данные препараты. То есть если есть регистрация в этих агентствах, в этих странах, то тогда производитель предоставляет это регистрационное досье, и департамент лекарственного обеспечения должен, как говорится, не должен проводить экспертизу, он должен провести только проверку того, насколько подлинные документы они представили, которые уже там прошли регистрацию, и если документы подлинные, они автоматом их вносят в реестр. То есть, как уже вчера тоже уважаемый Дастан Далабаевич сказал, он об этом много раз говорил, да, что надо это вводить, поскольку если уже в этих регуляторных агентствах, которые обладают таким мощным потенциалом, да, формируют всю лекарственную политику во всем мире, если там прошли уже они регистрацию, чем нам еще, что мы можем еще там, да, изучить, или что еще мы тоже можем найти, да. Поэтому это и доступ на рынок, да, это и, как говорится, доступ населения к этим лекарственным препаратам. И там тоже есть категории препаратов, которые подлежат такой регистрации. Необходимо еще тоже отметить, что также лекарственные препараты, закупаемые через систему ООН, также подлежат такой процедуре. То есть это тоже очень такой важный шаг, потому что действующая система показала, что агентства ООН, у них все эти процедуры четко налажены, они имеют прямые связи с производителями, логистика, все отлажено, все процедуры отлажены, и они могут заключать такие договора, поставлять лекарства без проблем. Да, то есть, поэтому сокращаются сроки доставки и так далее. Полностью весь пакет услуг предоставляется. Поэтому как бы это говорит о том, что мы как страна доверяем этим регуляторам, доверяем системе ООН, да, и мы признаем то, что эти препараты действительно могут использоваться на территории Кыргызской Республики. То есть это большое достижение. Я считаю, об этом вчера в парламенте было отвечено. Я отвечаю на вопрос Дастана Далабаевича, кто это сделал. Я могу даже сказать, кто это сделал. То есть разработчик этого закона – это эксперт нашего института, Института нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции Исаков Тимур Аспекович. Идея принадлежала министру юстиции Аязу Батыркуловичу. Ну и мы вместе, получается, смогли продвинуть этот вопрос до парламента. То есть вначале было очень сильное сопротивление, но мы смогли всех убедить в необходимости этого. И, соответственно, мы очень рады, что этот вопрос решился в 3 чтениях сразу и с такой хорошей оценкой со стороны депутатов. Я думаю, это исторический шаг, когда
депутаты впервые хвалят разработчиков проекта. Ну, это тоже приятно. Да? Ну, я хочу сказать, что сама магистральная идея этого законопроекта исходила из риторического вопроса Аяза Батыркуловича, который он задал на заседании межведомственной рабочей группы по дебюрократизации. И он задал такой риторический вопрос. В том числе и я пытался на него ответить. Вот. Вопрос был такой: а что мы умнее, чем европейцы, США, японцы, имеется в виду по вопросам лекарственных средств? Почему мы их перепроверяем? Вот. И да, действительно, когда межведомственная рабочая группа, вот, Институт нормотворчества и верховенства права при Министерстве юстиции, Национальный институт стратегических инициатив, Министерство здравоохранения, вот, и его департамент лекарственных средств и медицинских изделий. Все мы этот вопрос обсуждали, и, в общем-то, я не хочу сказать, что все было так гладко. Вот, были споры, были возражения, но пришли, в общем-то, к единому мнению о том, что ситуацию в этой сфере нужно каким-то образом поправлять. Почему? Потому что ситуация доступности лекарственных средств в Кыргызской республике оставляет желать лучшего. Если смотреть даже по публикациям в прессе, неоднократно средства массовой информации на суд общественности вот такие вот факты. Например, значит, в первом квартале 2025 года на 31,3% в весовом эквиваленте меньше было завезено лекарственных средств в Кыргызскую республику. Согласитесь, это не хорошее явление, которым надо заниматься. И вопрос, значит, с регулятором в данном случае является Министерство здравоохранения в лице Департамента лекарственных средств и медицинских изделий. Вот. Нужно поправлять. Нужно сделать так, чтобы было удобно не регулятору, не государству, а было удобно гражданам, которые должны получить лекарственные средства вовремя. Потому что мы должны точно и ясно понимать, это не то, что можно будет заменить или купить завтра, послезавтра. Если у человека нет сердечных препаратов, он может умереть немедленно в этот же день. Поэтому мы не можем сказать: вы подождите, пожалуйста, мы там занимаемся регистрацией, вот, потом все будет хорошо, и мы завезем эти лекарства, и вы все это получите. То есть это бесперебойное, это как воздух. Воздуха нет, человек умирает. И лекарства точно так же. Лекарств нет, человек умирает. Поэтому наша основная задача была упростить все эти процедуры. Я думаю, что нам удалось сделать один только шаг в этом направлении. И члены межведомственной рабочей группы, конечно же, уверены в том, что в дальнейшем этот шаг позволит сделать следующие шаги на пути к тому, чтобы Кыргызстан имел твердую базу для получения лекарственных средств, для того, чтобы мы могли вовремя, а особенно, как показала практика во время пандемии, даже масок не хватало, не говоря там уже о каких-то лекарственных средствах, просто масок, кусочек марли, да, значит, на 2 лямочках, и, к сожалению, весь мир вот так вот застрял в этом вопросе. Поэтому, предвидя возможные рецидивы в таких моментах, мы должны создавать надежную юридическую систему, которая бы позволяла нашим гражданам иметь то, что они должны иметь.